Паводковые ливни, прошедшие в прошлом году, размыли целые улицы и районы Ингушетии. Именно благодаря федеральному центру и, конечно же, руководству республики, только в станице Троицкой было восстановлено 326 домов, восстановлено или заново построено. Как после будут вспоминать люди, оказывается, это была золотая вода. Жаркова Людмила всю свою жизнь прожила в родной станице, и, как сама утверждает хозяйка, покинуть Ингушетию ей никогда не приходило в голову. Но прошлогодняя стихия застала семью Жарковых врасплох. Впрочем, как гласит народная мудрость, было б счастье, да несчастье помогло. Так и случилось. Отстроили Людмиле и ее 80-летней матери Ольге новый добротный дом. И, как теперь говорит эта женщина, теперь-то как люди заживем. И все текло. У нас вообще там места не было такого, чтобы вот, не прошло. Я прям уже плакала. Ходатайствовали, ходили мы, нам Губина выписала немножко денег, чтобы доски там все, хотели ремонт делать. А потом, когда уже тут идет и идет дождь, хуже и хуже, пришли, посмотрели, тут какой там ремонт, там все валится. Этот дом, еще бабушка жила наша. Бабушка 92 года прожила, вышла замуж сюда. Это уже старый-престарый дом, и он уже гнилой совсем. Он, правда, из досок, но уже это... Все. И вот тут как раз наводнение, и начали ходить, записывать, как хотели на капремонт нас поставить. А потом, когда приехала комиссия, посмотрели, нет, говорит, здесь надо на снос. Вот так и начали нам строить. Довольны мы, хороший домик, правда небольшой, но для нас хватит. Очень хорошо. Мы теперь хоть к старости, может, немножко поживем. А то я и родилась здесь, и мама, мы родились здесь в этой завалюхе, и думала доживать в этой завалюхе. Ну, Бог нас услышал. Вот. И построили нам домик. Теперь мы хоть к старости поживем. Приезжают к Жарковым и бывшие соседи, подруги, те, что в начале 90-х годов уехали из станицы и республики, а теперь жалеют, многие хотят вернуться. Вчера приезжала ко мне подруга с Краснодарского края. Она так рада, что нам построили, обнимала нас вообще. Говорит, хоть вы поживете. Она-то в хорошем жила, но уехала. И теперь тоже плохо там вместе с сыном, с дочкой. И, короче, у ней там плохо. Ни сада, ничего. Квартирку купили. Она бы согласна бы. Но вот не знаю, как ей можно помочь. А вот у вас много знакомых, которые уехали и сейчас хотят вернуться? Есть в Ставропольском крае, да. Приезжали тоже в прошлом году Сиденкина, да, соседка. Она говорила, что я бы вернулась бы, если бы было жилье. Там еще к речке Кирина одна там тоже уехала. Дай Бог здоровья Зязикову, дай Бог ему счастья, что он постарался нам все сделать. И всем остальным, кто нам помогал. Бачмановой Татьяне тоже построили новый дом. Сама Таня работает в станице на почте, а муж подрабатывает сварщиком. Воды было много, все боялись, всем было страшно. Хотелось бы сказать спасибо Мураду Магомедовичу от имени всех тех, у кого есть новые дома, кто пострадал в наводнении и кому построены новые дома. Это такое большое счастье жить в новом доме. Живем мы здесь очень дружно, и соседи у нас хорошие, рассказывала нам Таня. Недоумевает только хозяйка, как можно было уехать отсюда. Впрочем, как рассказывала Бачманова, многие теперь опять хотят вернуться. Я с подружкой переписываюсь, ей там очень плохо, она бы вернулась, и маме, и ее бабушке плохо. Вернулись бы они, но нет возможности. Здесь продали, там практически ничего не купили, а вернуться сюда им опять-таки некуда. Есть такие случаи. Так и живет теперь молодая семья Бачмановых в новом доме, дружной своей семьей. Руководство уделяет большое внимание русскоязычному населению, и люди это чувствуют, потому многие и тянутся обратно в Ингушетию. Только за последний год в республику вернулось 27 семей. Мурад Магомедович помогает в вопросах возвращения русских в Ингушетию. Он сказал, что будем выкупать дома, будем давать работу, жилье, дабы люди возвращались на свои места, где они жили. И на те места, где они прожили не в одном поколении, дабы они вернулись к могилам своих родственников усопших, чтобы они жили там, где они родились.
А в великий христианский праздник для всех православных, День Святой Пасхи, президент приехал в Покровскую церковь в станице Орджоникидзевской, где Мурат Магомедович поздравил всех с праздником, а также выслушал всех собравшихся. И многие проблемы, с которыми сталкиваются эти люди, решал прямо на местах. Вопрос, который здесь будет решен. Вот присутствие всех говорит. Сплоченность народа – главное направление руководства республики, и это особенно чувствуется в последнее время. Ведь на торжественный праздник, приуроченный к десятилетию муфтията, приехало много гостей из разных республик, причем представителей разных конфессий. И здесь мусульмане республики не остались без внимания президента. Очень отрадно было смотреть на такое большое количество гостей, на представителей духовенства нашего, на представителей нашей общественности, которые пришли разделить вот этот праздник. Сегодня мы говорили о консолидации общества, мы говорили о тех задачах, которые стоят перед республикой. Мы работаем в контакте с муфтиятом. Многие вопросы, которые ставят сегодня нам старшее поколение, мы решаем. И самая главная мысль, то, что прозвучало сегодня, то, что мы должны друг другу говорить правду. Популярная она, непопулярная, нравится, не нравится. И только тогда мы можем приблизить ту самую главную нашу задачу, это построение нашей государственности. Нельзя, сегодня было отмечено, нельзя думать об одном, говорить другое, делать третье, подразумевать еще четвертое. Потому что те, кто идет по этому пути, это путь в никуда. Поэтому мы сегодня еще раз говорили о том, что ингушское общество, что республика наша очень самобытная, республика наша имеет большие перспективы, то есть у нас есть и настоящее, есть у нас и будущее, и мы на этом пути должны идти вместе все, начиная от духовенства, кончая школьной молодежью. Чуткость и забота о